А в Ухте почти ежедневно, без привязки к датам, всех желающих принимает единственный в республике музей ликвидаторов техногенных катастроф. Побывала там Виктория Науменко. Единственному в Коми музею ликвидаторов техногенных катастроф 8 лет. Он появился в Ухте по инициативе общественной организации «Союз Чернобыль-Ухта» и ее руководителя Надежды Козицкой. Надежда Ивановна сама вдова ликвидатора, и довести до реализации идею с единственным музеем в республике стало для нее делом чести. В итоге с 2013 года его двери открыты для всех желающих. С января по май и с сентября по декабрь школьники посещают музей. 14 декабря мы проводим встречу с инвалидами Чернобыльской АЭС. Активисты Союза Чернобыль-Ухта своими силами собирали экспонаты и обустраивали помещения. Позже городская администрация нашла манекены, часть экспонатов предоставил клуб патриотического воспитания. Именно в таких костюмах и работали ликвидаторы. Но это лишь образцы. Вещи с места событий в музей по понятным причинам не привозили. Но есть здесь и подлинники, например, документы, которые предоставляли ликвидаторам, переданным в музей лично владельцами. Ему выдавали вот такую справочку, где было написано, допустим, Иванов, с такого-то по такой-то находился на Чернобыльской АЭС. Они все подчинялись какой-то воинской части. Было написано, воинская часть такая-то, командир, полковник такой-то. Такие справочки им выдавали. По приезде на место работы он предъявлял вот этот документ. Беседы и экскурсии для школьников здесь проводят и сами ликвидаторы. На сегодняшний день из 500 их осталось лишь сотня. Один из них – Виктор Беззубенко. Чаще всего он слышит от ребят вопросы о таинственном мертвом городе Припять и жутких мутантах. Видел, я вылавливали очень большую рыбу, это тоже мутанты. Вот я, например, видел, вылавливаю карпа, если вот вам показать, примерно вот таких размеров. Хотя в естественной жизни их таких не бывает. Настоящая опасность была незримой. Индивидуальные дозиметры для определения уровня радиации зашкаливали, вспоминает Виктор Васильевич. Уроженец Украины, он жил в 130 километрах от атомной электростанции. В Ухте проходил срочную службу. В учебке получил 2 военные профессии – химик-разведчик и химик-дезактиватор. Но он и подумать не мог, в каких обстоятельствах ему пригодится специальность. За одну смену могло накопиться и 4, и 5 рентгенов, и до 10 могло быть. Но дело в том, что ставили-то нам при выходе станции не 4 и 5 за каждую смену, а 0,25 рентгена. А почему? Да потому что если бы нам ставили ту дозу, которую мы получали именно согласно вот этого, нас бы через неделю надо было оттуда убирать всех. Виктор Беззубенко – один из немногих ухтинских ликвидаторов ЧАЭС, кто охотно рассказывает о событиях апреля 1986-го. Большинство из них ту весну вспоминать не любит. Но важно, чтобы об их подвиге помнили потомки. С этой целью уникальный музей создавали. А совсем скоро, ориентировочно к юбилею республики, в Ухте появится и долгожданный памятник ликвидаторам. Готовый постамент ждет его уже несколько лет, как и все ухтинцы. Виктория Науменко, Павел Лагутин, телеканал Юрган, Ухта.